Кремль. Центр России. Цитадель власти. Больше 5 веков. Эти стены не только надежно скрывают государственные тайны, но и защищают их главных носителей. В любом здании можно поменять интерьер, но окна, как правило, остаются на тех же самых местах. С детства Василий Сталин видел за окнами своей квартиры кремлевские стены. Мог ли он предположить, что последнее посещение Кремля летом 1958 года будет для него столь трагичным? Марта 1953 года жизнь этого человека раскололась надвое. Во время похорон отца Василий Сталин был не в себе. Плакал навзрыд и упорно твердил, что отца отравили. Николай Гончаров, сотрудник личной охраны Иосифа Сталина. Я пришел утром в колонный зал, занял свое определенное место от гроба примерно 10 метров. Через некоторое время на церемонию прощания прибыли дочь Сталина Светлана и сын Василий. Вид его такой был, действительно подавленный. И что это он высказывал? Он чувствовал приближение беды, но действительность превзошла все самые худшие ожидания. За полгода до смерти отца 32-летний командующий военно-воздушными силами Московского военного округа Василий Сталин появляется пьяным перед членами Политбюро после авиационного парада в Тушине. Его отстраняют от должности и направляют на учебу в Академию Генерального штаба, где Василий так ни разу и не появится. Эти полгода он почти безвылазно сидит на даче и пьет, объясняя друзьям свое пристрастие, переросшее в болезнь, тем, что живет, пока жив отец. Сын Василия Сталина Александр Бурдонский. Мама как-то ему сказала, что не лучше ли остановиться, вести себя более достойно. На что он ей, подойдя к окну, сказал такую вещь. Ты знаешь, Галка, он говорит, ведь я живу до тех пор, пока жив отец. Из расшифровки телефонного разговора Василия Сталина с шофером Александром Февралевым, записанного органами безопасности в день похорон Иосифа Сталина 9 марта 1953 года. Голос Василия Сталина. Сколько людей подавили? Жутко. Я даже с Хрущевым поругался. Был жуткий случай в Доме Союзов. Приходит старуха с клюкой. У гроба в почетном карауле стоят Маленков, Берия, Молотов, Булганин. И вдруг говорит им старуха: «Убили, сволочи, радуйтесь, будьте вы прокляты». И так его слушали, даже в день похорон отца. Чего боялись? Положение наследного принца исключено, а значит, остается лишь одно. Он слишком много знал, а главное, не умел держать язык за зубами. Может быть, для приличия Маленков и Берия подождали бы с арестом Василия полгода-год. Но он вроде специально вел себя так, будто хотел быстрее приблизить развязку. Чего стоит угроза, высказанная при свидетелях?
встретиться с иностранными корреспондентами и порассказать им все. Кстати, при этом разговоре присутствовали его вторая жена Екатерина Тимошенко, адъютант Виктор Полянский и знакомый полковник Лебедев. Похоже, кто-то из них и доложил, куда следует. Артем Сергеев, приемный сын Иосифа Сталина, друг Василия. Он свидетель многого был. Раз. Значит, его же надо куда-то упрятать, вроде расстрелять, это как-то порвать на части, вроде неудобно, можно упрятать и другим способом. Терпение у дяди Лаврентия, дяди Егора Маленкова и дяди Никиты, а знали они Василия с детства, лопнуло очень быстро. Через 53 дня после смерти отца, 27 апреля 1953 года, Василий Сталин был арестован. Что чувствовал он по дороге на Лубянку, нам уже никогда не узнать. Друг Василия Сталина Артем Сергеев. И вот его судили. Его судили по 2 статьям. 58.10 «Измена Родине». Тут необходимо уточнение. Судили Василия Сталина действительно по знаменитой 58-й статье. Об этом стало известно недавно, и это тянет на сенсацию. Впрочем, обо всем по порядку. В конце апреля 1953-го Василий вернулся с дачи в Москву, в свой особняк на Гоголевском бульваре, где раньше он жил с Капитолиной Васильевой. Столица готовилась к Первомаю. 27 апреля его арестовали. Капитолина Васильева, жена Василия Сталина. Пробивали, били по стенам, искали какие-то тайники, все, и, в общем-то, все опечатали, вплоть до того, что даже мамин чемоданчик с мамиными вещами, с вышитым полотенцем она вышивала очень красиво. Даже он был опечатан. Видимо, не особо рассчитывая на то, что сын Сталина будет свидетельствовать против себя самого, арестовали и ближайшее окружение Василия. Его заместителей и помощников, генералов Василькевича и Теренченко, адъютантов Капелькина, Полянского, Дагаева и Степаняна, начальника контрразведки ВВС Московского военного округа Голованова. Брали практически всех. Не пощадили старика-шофера Александра Февралева, возившего еще Ленина, и даже штабного парикмахера Марию Кабанову. Во всех соединениях и частях ВВС Московского военного округа, которым командовал до ареста Василий Сталин, начались проверки. Искали компромат. Навалились на меня и на Володьку Луцкого. Кудинку и меня в Калинине. Проверять. Сергей Долгушин, герой Советского Союза, друг Василия Сталина. В то время командовал дивизией фронтовых бомбардировщиков Ил-28. Причем каждый день проверки докладывали вначале Берии, потом Булганину, а потом только главкому. Мы про это дело знали. Он мне, или я ему позвоню, понимаете, Володька, тебя еще не арестовали? Он говорит, нет, Сергей, нет еще, понимаете. Вот такое вот состояние. Герой Советского Союза Владимир Луцкий был командиром авиадивизии истребителей МиГ-15. Из всех арестованных показания против Василия не давал лишь адъютант Михаил Степанян. Остальные очень быстро сломались. Из показаний свидетеля, писателя Войтехова.
Зимой в конце 1949 года, приехав на квартиру бывшей своей жены, актрисы Людмилы Целиковской, я застал ее в растерзанном виде. Она сказала, что у нее только что был в гостях Василий Сталин и пытался принудить ее к сожительству. Я поехал к нему на квартиру, где он пил в компании летчиков. Василий встал на колени, назвал себя подлецом и негодяем и заявил, что сожительствует с моей женой. В 1951 году у меня были денежные затруднения, и он устроил меня в штаб референтом. Работы я не выполнял никакой, а зарплату получал как спортсмен ВВС. Следствие возглавил печально знаменитый Лев Владимирский, расстрелянный, кстати, через полгода вместе с Берией. Как вспоминали родственники, после допросов люди из окружения Василия Сталина покидали тюрьму в жутком состоянии. Некоторых невозможно было узнать. Так они изменились за несколько месяцев. У умолчавшего на следствии Степаняна были выбиты зубы, на теле следы побоев. К самому Василию жестких методов следствия не применяли. Да это, похоже, было и не нужно. Раздавленный, явно переживший психологический шок, Василий Сталин на следствии вел себя очень покладисто, даже слишком. В протоколах допросов сразу обращает на себя внимание полная идиллия между следователями и обвиняемыми. Очень странные фразы Василия, внесенные в протокол. «Я уподобился собаке на сене. Я, игнорируя советские законы и обманывая руководство, я, будучи тщеславным, я отнял у трудящихся». Протокол допроса арестованного Сталина Василия Иосифовича от 9-11 мая 1953 года. Вопрос. Следствию известно, что вы незаконно расходовали государственные средства. Ответ. Я уже показал, что, используя свое служебное положение, игнорируя советские законы и обманывая руководство военного министерства, я разбазарил крупные суммы государственных средств на мероприятия, не вызывавшиеся никакой необходимостью для боевой подготовки веренных мне воинских подразделений. Кроме того, своим недостойным поведением, выражавшимся в систематическом пьянстве, сожительстве с подчиненными мне по службе женщинами, я фактически дискредитировал себя как командующий округом. Дело Василия Сталина расследовалось около 2,5 лет. Все это время он был под стражей во внутренней тюрьме КГБ на Лубянке. Зимой 1954-го Василий заболел. Лечили его в оборудованной как тюремная камера больничной палате госпиталя МВД у метро Октябрьское поле, рядом с любимым центральным аэродромом. Еще одна гримаса судьбы. Через месяц лечения в госпитале Василия увезли на спецдачу КГБ в Кракове, а затем поместили в Лефортовский следственный изолятор, где он пробыл вплоть до 1955 года. Я был у него, здесь, у Лефортово. Сын Василия Сталина Александр Бурдонский. Кого я видел опять? Загнанного в угол человека, который никак не мог за себя постоять и никак не мог себя оправдать. И разговор его был в основном, конечно, о том, чтобы помочь выйти на свободу. Он понимал, что этого не могу сделать я, этого не может сделать сестра. Я только помню вот это его огромное чувство несправедливости содеянного с ним. Итак, за неумение держать язык за зубами Василий Сталин получил обвинение по самой тяжкой статье тех лет, 58-й. Правда, не за измену Родине, а за антисоветскую агитацию и пропаганду. Но ведь была еще и 193-я статья «Злоупотребление властью». Большая часть обвинений по этой статье могла бы стать предметом разбирательства на каком-нибудь партсобрании, но никак не в суде. Тут и многочисленные романы, и езда по улицам Москвы без правил, и пьянство, и рукоприкладство. В общем, все было свалено в одну кучу.
Однако инкриминировалось еще и разбазаривание государственных средств, тем более что на следствии Василий не отрицал. Не то что, создавая знаменитые спортивные команды ВВС, выбивал для спортсменов хорошие должности, квартиры и повышенное денежное содержание. Не то что потратил несколько миллионов рублей на строительство бассейна на Ленинградском проспекте в Москве. Не то что в охотничье хозяйство в Переяславле-Залесский летал на служебном Дугласе с многочисленной свитой. Не отрицал он, что обустраивал личную дачу за казенный счет. Подтвердил и получение из Германии почти за бесценок автомашины «Паккарт» и покупку там же личных вещей для себя и для своих жен за валюту, выделенную на развитие ВВС Московского военного округа. Все это так. Но вот на что обращаешь внимание при чтении протоколов допросов и обвинительного заключения. Кроме личного поведения, а это, повторим, повод для партсобрания, а не суда, Василий Сталин не делал ничего необычного. Так вели себя большинство высших генералов. И спортивные команды в своих округах по директиве министра обороны создавали, и на охоту летали, и дачи с помощью солдат обустраивали, и вещи из Германии в Союз везли. Только им повезло больше. Они не были сыновьями Сталина, поэтому и дослужились до почетной пенсии. Кстати, бассейн, построенный Василием, действует до сих пор. Из протокола допроса арестованного Сталина Василия Иосифовича от 9-11 мая 1953 года. Следователь. Какой необходимостью вызывалось сооружение этого водного бассейна? Сталин. Я исходил из того, что в Москве нет ни одного 50-метрового водного бассейна для проведения олимпийских соревнований. Следователь. Явно неубедительное объяснение. Арест и расстрел в декабре 1953 года Берии и следователя Владимирского породили у Василия слабые надежды на изменение его положения. Может быть, это совпадение, но именно сразу после смерти Берии Василия из-за болезни переводят из внутренней тюрьмы Лубянки в госпиталь МВД, а затем на спецдачу в Кратове. Однако пришедшие к власти Маленков, а затем Хрущев, дядя Егор и дядя Никита, видимо, решили, что на свободе Василий Сталин для них лично опасен. Что при живом Берии, что при мертвом. На суд в здание на Поварской, 15 Василия Сталина возили уже из Лефортово. Суд прошел тихо, без адвоката, без прокурора, без права на кассационную жалобу и помилование. 2 сентября 1955 года Сталина приговорили к 8 годам исправительно-трудовых лагерей. И новый удар. Ни в какие лагеря Василия никто отправлять не собирался. Местом отбывания наказания ему определили знаменитый Владимирский Централ. А ведь тюрьма – это намного страшнее, хуже, тяжелее. 1 год в тюрьме приравнивается к 3 в лагерях. Привезли его ночью. Я здесь был, как раз привезли, значит, на 2 «Волгах», 2 полковника. Александр Малинин в 1955 году был дежурным помощником начальника Владимирской тюрьмы. Дежурный принял, все, поместили в камеру. Как значилось в документах, в тюрьму доставили не Василия Иосифовича Сталина, а Васильева Василия Павловича. Так решили в Москве. Сын Сталина в тюрьме сидеть не должен. 16 января 1956 года началась трудовая деятельность Василия Сталина в качестве ученика-металлиста механических мастерских. Обучали его работе на сверлильных и токарных станках. На токарном станке токарем работал.
Ну, предложение рационализации. Только раньше пищу в столовую приходят, человек 20 берут бачки и цепочкой тащат их на корпуса, чтобы кормить. Он говорит, я телегу придумал на 3 колесах. Из донесения начальника тюрьмы номер 2. Васильев ведет себя вежливо, много читает. Физически у нас значительно окреп. К заключенному Васильеву приезжает жена. Им предоставляется личное свидание. В январе месяце к нему приезжала сестра. Насчет здоровья начальник тюрьмы явно перегнул палку. Тюрьма есть тюрьма. У Василия начинает сохнуть нога, поврежденная во время взрыва снаряда на злополучной рыбалке весной 43-го. С наступлением холодов боли в ноге усиливались. И для того, чтобы в камере Сталина было теплее, по распоряжению тюремного начальства на каменном полу сделали деревянный настил. На свидание к Василию приезжали все 3 бывшие жены: и Галина Бурдонская, и Екатерина Тимошенко, и Капитолина Васильева. Из письма Василия Сталина Капитолине Васильевой. 22 апреля 1958 года. Здравствуй, Капа. 27 числа этого месяца исполняется ровно 5 лет, как я не был дома. Ты спрашиваешь, кто тебя навещает? У меня нет тайн от тебя. Я тебя действительно люблю. Сейчас не навещает ни одна, ни другая. Екатерина не навещает и не пишет, так как каждое навещание кончалось руганью из-за тебя. Я не скрывал от нее, да и ни от кого, свое к тебе отношение. Галина приезжала 2 раза с Надей. Одна не приезжала. В письме много личного, интимного. Видно, как Василий Сталин переосмысливает жизнь. Вот письмо Михаилу Степаняну, единственному из всех адъютантов, не сдавшему его наследство. Наряду с обычными просьбами о табаке и спичках, забота о здоровье детей. «Привет, Миша. К тебе просьба сходить к Екатерине и помочь ей наладить телевизор. Жалуется, что плохо работает. А сейчас детские передачи, и надо бы его подправить». Пишет Василий и бывшим соратникам отца. Узнав об опале Маленкова, пытается отделить его от Хрущева, обвиняя Маленкова вместе с Берией во всех своих бедах. Он понимает, что решение об освобождении может принять лишь один человек – Никита Сергеевич Хрущев. Сталин сын не осуждает Хрущева даже за доклад на 20-м съезде партии о культе личности Сталина отца. Из письма Василия Сталина Никите Хрущеву. 10 апреля 1958 года. Никита Сергеевич, знаю, что надоел, но что же мне делать? Что же мне делать, Никита Сергеевич? Хочется быть с вами, помогать вам. Хочется, чтобы вы испытали меня в деле и поверили мне. Но оглянешься, опять 4 стены, глазок и так далее. Берет злость, дикая злость. К 1958 году Василий Сталин превращается практически в инвалида. Здоровье его резко ухудшается, о чем Шелепин, шеф КГБ, докладывает Хрущеву. И тот, похоже, испугался. Смерть сына Сталина в тюрьме – это скандал. Шелепин рассказывал,
что Василий в кабинете упал на колени и стал умолять его освободить. Хрущев был очень растроган, называл милым Васенькой, спрашивал, что они с тобой сделали. Прослезился, а затем еще целый год продержал Василия в Лефортове. На свободу тот вышел лишь 11 января 1960 года. Разобиженный и обозленный. Прямо из Лефортова Василий едет к первой жене, Галине Бурдонской. С Капитолиной Васильевой они поссорились в последний период заключения. Дома его ждут дети, Надя и Саша. Удивительно, он предполагал вновь создать семью с Галиной, а она не приняла его. У нее уже была своя жизнь. Она говорила, что лучше к тигру в клетку, чем вместе быть хоть один день, хоть один час. Александр Бурдонский, сын Василия Сталина и Галины Бурдонской. Это при всем сочувствии и так далее. То есть ей в эту судьбу ходить больше не хотелось. По решению ЦК после освобождения Василию Сталину была предоставлена трехкомнатная квартира на Фрунзенской набережной в Москве. Право на ношение генеральской формы, пенсия, 30 тысяч рублей единовременного пособия и бесплатная путевка в санаторий в Кисловодск на 3 месяца. Извинений не последовало, а он их ждал явно. И он сорвался. Снова начал пить. 9 апреля 1960 года Василия Сталина принимает Ворошилов. Беседа записывается на магнитофон и стенографируется. Ворошилов. Ну, рассказывай, Василий, как дела, как ты живешь? Сталин. Плохо, Климент Ефремович. Работать надо. Прошу помочь, иначе без работы пропаду. Ворошилов. Конечно, тебе дадут работу. Однако прежде всего ты должен стать другим человеком. Ты еще молодой, а вон какая у тебя лысина. Сталин. Вы во всем правы. Полностью с вами согласен. Мне надо исправляться. Но для этого надо работать. Ворошилов. Еще раз говорю тебе, немедленно брось водку. Сталин. Не такой уж я отпетый пьяница. Пойду работать, и все встанет на свое место. Исправлюсь. Ворошилов. Возьми себя в руки. Сталин. Будет сделано, Климент Ефремович. Я убежден, что вы меня любите и желаете только добра. Этот разговор состоялся сразу после того, как пришло сообщение о поведении Василия в Кисловодске. Поехал лечиться в Кисловодск. Капитолина Васильева. Там вокруг него, в общем, знаете, такие какие-то люди окружали, находились, что способствовали тому, чтобы он там как-то не отдыхал, а черт чем занимался. Сидели, понимаете ли, это самое, занимались. Короче говоря, он пил там. После кисловодских подвигов Василия и состоялся тот разговор с Ворошиловым, который написал Хрущеву докладную. Справедливости ради надо сказать, что просьба о работе не была такой простой, как кажется. Кем должен работать Василий Сталин? Служить он уже не мог, а ничего другого делать не умел. Не отправлять же его токарем на завод. Докладная от Ворошилова к Хрущеву по Кремлевскому коридору шла 20 дней. И потерявший терпение Василий делает роковой для себя и очень глупый шаг. Он идет в китайское посольство и просит помощи в переезде в Китай, трудоустройстве и лечении там. И это в период резкого обострения отношений Китая с Советским Союзом. Москва,
Кремль, 16 апреля 1960 года. Особая папка, совершенно секретно. Экземпляр номер 1. Постановление Президиума Верховного Совета СССР. В связи с преступным антиобщественным поведением Василия Иосифовича Сталина Президиум Верховного Совета СССР постановляет отменить постановление Президиума Верховного Совета СССР от 11 января 1960 года о досрочном освобождении Василия Иосифовича Сталина от дальнейшего отбытия наказания и снятия судимости. Водворить Василия Иосифовича Сталина в места лишения свободы для отбытия наказания согласно приговору военной коллегии Верховного суда СССР от 2 сентября 1955 года. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Ворошилов, секретарь Президиума Верховного Совета СССР Георгадзе. С 16 апреля 1960 года по 27 апреля 1961 возвращенный в тюрьму Василий Сталин досиживает оставшийся по приговору год все в том же Лефортове. Однако 28 апреля 1961 полную свободу он так и не получил. Решением Президиума Верховного Совета СССР он отправляется в ссылку сроком на 5 лет в Казань, город, закрытый для въезда иностранцев. Уезжает с новой спутницей жизни Марией Нусберг и с новой фамилией Джугашвили. С Марией, медицинской сестрой, Василий познакомился в клинике Вишневского, у которого проходил курс лечения. Когда он оказался в Казани один, то сестра медицинская тоже оказалась там. Капиталина Васильева, жена Василия Сталина. Оговоримся сразу. Предположение о том, что Мария Нусберг была специально представлена к Василию, личное мнение Капиталины Васильевой. С новой женой и 2 ее детьми теперь уже Василий Джугашвили поселился в однокомнатной квартирке в неприметном доме номер 105 на улице Гагарина. Робко пытался бороться за свою старую фамилию. В январе 1962 года направил заявление в ЦК КПСС. Из заявления Василия Джугашвили. В течение более полугода паспорт, военный билет, пенсионную книжку и другие документы на новую фамилию Джугашвили не выдают. В сложной обстановке вынужден ставить этот вопрос перед вами. Вполне мог бы жить и работать под той старой фамилией, под которой прожил и проработал более 40 лет Сталин. Прошу понять меня правильно. Прошу вашего вмешательства в разрешении вышеуказанных вопросов. Василий Иосифович Джугашвили. В Казани Василий жил на пенсию, 150 рублей. Нигде не работал. Ходил в одной и той же генеральской форме. И продолжал пить. Выглядел он в свои 40 лет намного старше. А 19 марта 1962 года все закончилось. Владимир Семичастный Никите Хрущеву. 19 марта 1962 года. Совершенно секретно. Экземпляр номер 1. Комитет госбезопасности при Совете министров СССР докладывает, что 19 марта 1962 года в 13 часов в городе Казани скончался Джугашвили Сталин Василий Иосифович. Считаем целесообразным похоронить Джугашвили Василия Иосифовича в Казани без воинских почестей. О смерти Джугашвили Василия Иосифовича сообщить его ближайшим родственникам. Просим согласия. Председатель Комитета госбезопасности Владимир Семичастный. Александру Бурдонскому о смерти отца рассказал таксист, который слышал сообщение по «Голосу Америки». Прилетели, вернее, в Казань.
были в этой квартире, где он жил. Видели его уже под простыней мертвого. Капиталина Васильева решила проверить, проводили ли врачи вскрытие при установлении причины смерти. Когда Капиталина подняла простыню, я помню прекрасно, что у него были швы, его вскрывали, видимо. Хотя внятного ответа на то, от чего он умер, нам никто тогда не сказал. Там были люди, видимо, из органов, которые как бы за каждым этим, так сказать, нашим движением там следили. Как вспоминают очевидцы, гроб стоял на 2 табуретках, без цветов, в убогой комнате. Так уходил из жизни некогда всесильный сын всесильного отца. Его похоронили как бомжа. Подкатили какой-то черный катафалк, туда положили гроб и поехали на кладбище. Причем он был в мундире генеральском. И в последний момент почему-то какие-то женщины накрыли его тюлью. Я стояла с ребятами и смотрела, думаю, ну что, бежать, стащить эту тюль, ведь это же хоронят-то воина, достойного воина. Людей в военной форме на кладбище не было. Но Александр Бурдонский заметил одну необычную деталь. Довольно долго шли люди, и помню, что несколько человек, подходя, вот так вот раздвигали борта пальто, и там были одеты военные формы и ордена. Видимо, летчики. Таким образом устраивали прощание. Народу в день похорон Василия на улицах собралось довольно много. Слух о том, что умер сын Сталина, мгновенно разлетелся по Казани. И помню, что моя сестра, которой было тогда, по-моему, 17 лет, приехала с этих похорон седая совершенно. Вот так ушел из жизни Василий Джугашвили, 40 лет проживший под фамилией Сталин. Когда-то его отец произнес знаменитую фразу «Сын за отца не отвечает». Василий ответил, причем по полной программе.